Для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности между регионами России были распределены субсидии в целях разработки федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках реализации данной программы в республике было проведено ряд мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и специалистов. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» с 2014 по 2018 год выполнены следующие виды работ. В 2018 году построено 5 домов культуры, введены в действие газовые сети общей протяженностью 33 километра, введены в действие водопроводы общей протяженностью 47,6 километра. Завершено строительство школы на 540 мест в сельском поселении Кантышево. Построены 3 спортивные площадки общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Построено 3 фельдшерско-акушерских пунктов. Реализовано 8 проектов местных инициатив граждан. Одним из объектов, строящихся по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий», является также и школа в сельском поселении Кантышево, стоимость проекта которого составляет 332 миллиона рублей. В этом году объект должен быть введен, но строительство начали в 2015 году. Это большое современное здание, состоящее из 3 корпусов, блок-секций, на 540 ученических мест, со спортивными площадками. Оно строится непосредственно в новостройках села. Благодаря строительству нового объекта школы перейдут на односменную форму обучения, что, по мнению Министерства сельского хозяйства, положительно скажется на образовательном процессе. Субсидии выделяются не только на комплексное обустройство объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, но и на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Первоочередная группа специалистов – это у нас работники агропромышленного комплекса, потому что это непосредственно наша программа. И далее идут учителя и врачи, так как это направление тоже имеет значимость для развития села. Если, допустим, есть работники сельского хозяйства, то обязательно нужны и учителя, и врачи, которые будут учить детей этих работников, можно так сказать. Вот в этой увязке мы параллельно оказываем помощь специалистам социальной сферы, учителям и врачам. В течение 4 лет порядка 50 семей, участвовавших в программе, получили возможность улучшить жилищные условия. Приоритетность в данной программе установлена для молодых специалистов. Семья Мамилова Сулеймана также оказалась среди тех, кто получил денежную субсидию. Я работник крестьянского фермерского хозяйства Маловецкого района. Жил там же в поселке Южном с родителями. Ну, дом был маленький, и мы остро нуждались в улучшении жилищных условий, потому что семья у нас не маленькая. А потом я услышал, что есть программа такая, Министерство сельского хозяйства, и я встал на учет, на очередь. В 2018 году я прошел по этой программе, были выделены денежные средства, и я приобрел свое домовладение. На текущий 2019 год в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» запланировано ввести жилье для граждан, проживающих в сельской местности, общей площадью 9636 квадратных метров, завершить строительство фельдшерско-акушерского пункта и реализовать ряд других мероприятий. Асия Евлоева, Хамзат Халухаев, Новости 24.